Введение в профессию со школьной скамьи. В Усть-Абаканском районе учеников знакомят с сельским хозяйством. Сопровождают такое профориентирование преподаватели Хакасского госуниверситета. У детей есть возможность определиться, хотят ли они связать жизнь с земледелием, а у республики получить специалистов, в которых она сегодня так нуждается. О работе агроклассов репортаж Ольги Стельмах. Как вырастить урожай с минимальными потерями? Какие сорта лучше себя чувствуют в сибирском климате? Так много чего еще предстоит открыть для себя этим школьникам. Они одни из первых вошли в агроклассы, проект Усть-Абаканского района. Ученики сразу из 3 школ – Весенней, Доможаковской и Черковской – собираются в Институте менеджмента, экономики и агротехнологий Хакасского госуниверситета. Это огромный шаг вперед для ребят с точки зрения приобщения их к научной сфере, к научным разработкам и, соответственно, внедрение в их учебный процесс дополнительно занятий именно университетской классической среды. То есть, что такое лекции, что такое практические работы. Курсы для детей с 7 по 9 классы. Старшеклассники погружаются в студенческие будни и проявляют интерес к сельскому хозяйству, отрасли, в которой кадровый голод заметен не только в Хакасии, но и в других регионах. Однако на эту тему подрастающие специалисты смотрят с выгодной для себя стороны. Но у меня есть уверенность, что я вырасту и без работы точно не останусь без профессии, потому что пошла на это именно направление. У меня родители занимаются фермерством, поэтому мне тоже стало очень сильно интересно. И я думаю, что это мне пригодится. Может быть, даже я буду поступать. Заинтересованность переносят и на школьные занятия. Исследовательский процесс идет без отрыва от обучения. У нас в школе, допустим, нет цветоводства. И мы в школе с детьми увлекаемся этим. Кто-то цветы начинает приносить из дома, если, допустим, он у них заболел, приносим, лечим, растим. Детям нравится. Пример, как может прибыльно работать фермерское хозяйство, у школьников села Весенняя есть. На территории сельсовета зарегистрировано 12 КФХ, при этом приезжих руководителей – единицы. Из 12 крестьянско-фермерских хозяйств всего лишь 2 не наших. Остальные все наши, выпускники нашей школы, это раз. Плюс те трактористы, которые давались в школе. Поэтому вернуться в обратную, готовить наших специалистов, где родился, там и пригодился, по принципу. Со школьниками занимаются ученые Хакасского госуниверситета, а это хорошая база для подготовки к поступлению. И это не кажется, что палка как палка выкопал, зернышко положил и выросло. Что мы для того, чтобы выросло, надо очень-очень много знать. Вот и все. А чтобы это знать, надо начинать с низов, начиная от ботаники, физиологии и заканчивая, вот мы сейчас, вот мы как раз стоим перед стендом, это современная компьютерная технология. Впереди и практические занятия. Школьники увидят работу ведущих агрокомплексов Хакасии. Как надеются районные власти, смогут сделать осознанный выбор в пользу развития сельского хозяйства республики. Ольга Стельмах, Арсений Симонов, Вести Хакасия.